Всем привет! Сегодня мы приехали в Нюрнберг. Сначала хотели не ехать, а потом поехали. Вот. И гуляем. Тут приезжали сначала по делам, а сейчас гулять пошли, покушать пошли, как обычно. Так вот, рассказываю наши последние сплетенки. Очень люблю наши новости местные, просто обожаю, особенно поселковые разные. Так вот, на прошлой неделе кто-то сподобился украсть пасеку. Украли пчел, пчелиную матку, украли все эти домики, да, Вов? Один домик. Один домик. В общем, оценили, что данный пенсионер пострадал на 280 евро. Дальше, значит, тут были тоже новости, что украли 4 фалоимитатора. Молодой человек хотел порадовать свою девушку. Преступление века. А еще мы сами на днях наблюдали преступление. Мы с мужем пришли в торговый центр, сели напротив продуктового магазина Реви попить кофейку. И смотрим, продавец уже вызвала 2 охранников. Воровство, подумали мы, преступники. Сейчас мы увидим преступников, которые орудуют в нашем торговом центре. И тут выходит бабуля. Значит, выходит бабуля, на нее 2 амбала вызвали. У нее коляска, а в коляске маленькая собачка. Так вот, бабуля по своей, значит, забывчивости, когда шла по продуктовому магазину, просто случайно совершенно она сунула картошку в собачку, ну, в смысле, в коляску с собачкой, чтобы тяжелое в руке не тащить в корзине. Если можно везти на тележке, зачем? В корзинку набрала продукты, на кассе их отбила и выходит. Ее ловят 2 охранника. Воровка. О, бедная старушка. Мы думали, она их изобьет чем-нибудь, но она просто орала. Вот, потом ходила на них, жаловалась, потом отбила эти 2 евро несчастные. Ну, короче, это был номер. А еще тут был случай, что мужчина, я так понимаю, видимо, не совсем в своем уме, постучался в дом. Там в доме было, значит, мужчина и дети. Маленькие дети, ну, лет 5-6, может, 9, не знаю. И, короче, когда он им что-то начал втирать, они его решили, ну, типа, до свидания, мужик. Он снял штаны и начал трясти своими, значит, этими причиндалами прямо перед мужиком и его детьми. Вызвали полицию, сидит, ну, арестовали. А еще был случай, когда было прохладно. Короче, на площади, ну, не на площади, а около Ратхауса, мужик пьяный уснул прямо, значит, на дороге. Прямо на новостях написано: полицейские заботливо подобрали выпившего товарища, алкоголика, тунеядца, отвезли в участок, чтобы он выспался в камере. Очень заботливые. Вот мы пришли уже в Макдональдс, и я снимаю из окна. Всегда на этом месте обязательно кто-нибудь сидит и просит деньги. Вот так выглядит наш Макдональдс в Нюрнберге, около Лоренскирхе. Кто узнает, кто здесь постоянно сидит. Вон мужик сейчас аж кошелек достал, все карманы обшарил, чтобы ей дать, и бургер подарил. Извиняется, стоит. Извиняется, говорит, нет у меня, говорит, столько прям денег, сколько ты хочешь. Возмущается, смотри. Да. Вот, он ей 5 дал. 40 центов и 5. Во. И бургер она ему обратно отдала. Не надо, говорит, мне. Так, вот я заказала себе, значит, салат в Макдональдсе, бальзамику, дрессинг, и кофе, и мороженое. Максандей. 100 грамм водки. И 100 грамм водки, подсказывает папа, но это неправда. В общем, так они уже минут 30 вместе сидят. Он к ней потом присел. И все, они так и сидят. Вот, видимо, уже самокруточка пошла, уже все как надо, разговорчик пошел. Бургер он сам свой съел. Вот. Так, мы пришли в Мюллер. Спустились на нижний этаж. Да. Да, нам нужно спортивное питание. Сюда, вот тут есть какие-то миксы.
Сегодня мой муж в 5 утра поехал на работу. Вот. А он сначала едет по железной дороге на поезде немножко, а потом на самокате. Вот. И приезжает на станцию, какое обычно время, 5 утра. И, представляете, нашел здесь, в Германии, да, сумку женскую, полностью выпотрошенную. Кто-то украл, выпотрошил полностью сумку и выкинул ее. А у нас тут такого очень мало. Очень удобно в Мюллере покупать все биодобавки, лекарства от горла, от кашля, там все вот такое. Очень классная вещь. Что не надо в аптеке в очередях стоять, а просто. И вот стали Кока-Колы продавать с семенами. Вот. Видите, Саша, Матео, Лия. Тут еще есть Лили. Видите? Таня. Кстати, имя Таня. Мац. Что там еще? Какое есть? Штефан. Таня — это чисто немецкое имя. А вот тут уже без имени. Вот, в общем, мы купили аминокислоты спортивные. Они стоят 13,49. Это самое дешевое, что можно найти. Вот. Здесь 3000 таблеток, да? Ну, 3000 тапс написано. Да. Ну, на месяц получается по 15. По 15 Ну, штук если в ты по день. 15 ешь. Я вот ем 2 штучки в неделю аминокислоты. Они мне для своего помогают, там, для крови и так далее. Вот. Ну, в общем, крутая вещь, если у вас нет аллергии на аминокислоты. Они, оказывается, незаменимые какие-то. Вот, а вот здесь еще есть такой вот журнальчик Мюллер, да. В общем, раз на раз, конечно, не приходится. Но иногда в этом журнальчике бывают эти пробники. Вот. Не всегда, конечно. Сейчас посмотрим. Сегодня повезло или не повезло. Сегодня нет, сегодня не повезло, похоже. Это еще одна страничка. Нет, сегодня нету, по-моему. А так бывают, да, здесь вот таких журнальчиков. А вон вот это вот, ну-ка достань мне вот этот Бессер. Это маленький. Это он такой, это листик. А, листик, да? А больше нету, да, журнальчиков? Вот жаль, конечно. Потому что иногда попадешь, думаешь, вот еще пробничек тебе бесплатно дал. Вот. Так, ну все, мы, значит, выходим и идем дальше. Вот этот рынок очень-очень красивый и популярный. Здесь продают кучу всего интересного. Вот тут 100 грамм клубники, евро 80. Нет, ну вот здесь отсюда зайдем. Ну, я поэтому и спрашиваю. Там с метро, да? С метро зайдем. Да. Вот мы почему идем в азиатский магазин искать в пакетах суп Том Кха, потому что мы узнали, что, вот знаете, вот есть суп в пакете, да? Но есть, оказывается, суп в пакете Том Кха. Да и вообще там есть тайская серия. То есть Том Кха, Том Ям и так далее. Еще и вегетарианское все. Вот. И мы просто решили... Ну, он в Лидле на самом деле продается, да? Но мы просто не рядом с Лидлом. И мы решили в азиатском магазине посмотреть этот суп. Вот. Расскажу еще новостей. Какие у нас есть новости. Закрыли вход. Закрыли вход? Ну, пошли там, где ты... Через торговый центр. Пошли через торговый центр. Вот. В общем, первое, что я читала, это, значит, прям огромный заголовок, да, вот прям огромный, на полосе, прям сверху, что, оказывается, ехал велосипедист, и заметили, что он в нетрезвом состоянии. Его остановили, и у него проверили уровень алкоголя, а он зашкаливал.
У-у-у. Ему нельзя теперь управлять велосипедом. Блин, и это типа, ну, новость, понимаете? То есть не какое-то там что-то, а происшествие. Потом, значит, был случай, пришел мужик к парикмахеру. Помнишь, Вова? Да. А его что-то там стричь отказались бесплатно или что? Что сделали-то? Не знаю, что-то не договорились они. В общем, что-то они о стрижке с парикмахером, парикмахерской, не договорились в барбершопе. Он снимает труселя, ну, штаны, трусы, все, и начинает своим этим махать прям в окно этой парикмахерской, в окно барбершопа. Ну, конечно, полиция его тут же забрала. Вау, какие красивые флаконы. Ну, только посмотрите. Уже выглядит шедеврально просто. Просто. Так красиво они сделали. Такие наборчики. Видите? Вау, вообще 4 вида. О, а тут смотрите, как красиво. Алисли де Цумутер так. Это на День матери. Нет, Дню это матери. День матери, да. Я сказала только что. Видите, тут специальные тематические какие-то коллекции. Прелесть вообще. А мы спускаемся вниз к кроватям. Вон тут постельное, все, халатики там. А мы ниже. Мы идем еще ниже. Мы идем в переход метро, чтобы пойти в азиатский магазин. Так, вот называется Go Asia. Находится в переходе метро. Лоренскирхе метро называется. Вот прямо здесь. Да, тут нужно найти вегетарианский суп в пакетах. Это еще поискать надо. Кстати, очень многие, вот я сейчас на таком сбалансированном питании, да, где считаю калории и все, теряла уже за 4 дня почти 3 килограмма. Очень многие едят азиатскую пищу, потому что она низкокалорийная. Ну, много всего есть низкокалорийного здесь. Так, вот тонкая сет. Так. Ну, микс. Так это сет, это когда ты хочешь что-то приготовить, и у тебя набор, да? А мне нужен суп быстрого приготовления из пакета. Это вообще большая Вот разница. они здесь сейчас, подожди. Вот это пасты. Видишь, пасты. Так. Вот, допустим, паста желтый карри, вегетарианская. Если ты хочешь, допустим, приготовить желтый карри, ты берешь вегетарианскую вот эту пасту, да, и готовишь с рисом. Окей. Она, кстати, дико острая наверняка. Вот есть зеленый карри паста, вот такой вот, он мягкий. Есть, значит, массаман. Не знаю, что это значит, массаман. Вот. Есть еще вот такая yellow curry паста, да? Есть том кха сет, это когда у тебя набор, чтобы это приготовить. Вот паста том кха, это когда ты сам его готовишь, том ям паста. Она не вегетарианская здесь, а надо вегетарианскую, естественно. Иначе он у тебя будет с рыбным соусом, ясное дело. Вот, а эти пакеты, они 100% вегетарианские. Вот такие. Нет. Это пасты, это не супы быстрого приготовления. Это, в принципе, просто приправы. Нам нужно в другой отдел. Пойдем. Уйдем. Это пасты. Нет, это не то. Там уже где бич-пакеты надо искать. Пошли. Всякие бич-пакеты. Вот это вот все время меня озадачивают такие всякие штучки. Вот что это такое? Что это, в принципе, что это? Я вообще не знаю, как это, что это, откуда это, куда. Или вот, например, вот это. Вот оно все не на нашинском написано, не на немецком. Это эти, ну, нудли. Нудли. Какие Ну, нудли? Как называется? Шпагетти такие просто. Бросаешь и гладишь. Я так понимаю. Вот это не шпагетти. Это я не знаю. Понимаешь, что это кусок чего-то? Фу, оно еще и попахивает, вы знаете ли. Вот это что может быть? Вот что это?
С чего червяки? У меня только одна мысль. Червяки. Пойдем. Это лапша какая-то, я подозреваю. Вот тут какие-то пласты, листы, я не знаю, тоже. Бай. Бай. В общем, меня азиатская кухня всегда только озадачивает. Но хотя говорят, что она реально вообще низкокалорийная, и что ее очень кушать удобно. То, что ты вообще там калорий не потребляешь, а кушаешь. Соусы всякие, эти суши. Киккоман, вот, кстати, соус киккоман стоит. Это очень известный соус для суши. Очень. Но тут и много других. Это у нас киккоман известный, да, а у них вообще фигня считается, наверное, какая-нибудь. Овощи свежие. Картошка даже есть. Или это не картошка. Это ведь не картошка, да? Это какая-то... О, смотрите, она на срезе какая. Это вообще не картошка. А что это за фрукт? Овощи, фрукт, овощи. Что это? Ботус вурцель. Ботус вурцель. Интересно. Вот это меня всегда грибное тоже поражает. Что-то грибное. Интересно, можно травануться? Что это вообще непонятно? Это тофу. Офигеть. Мы тофу вообще не привыкли таким видеть. Что? Кто из Азии? Пишите, что это такое. Капуста явно. А, это кимчи. Ясно. А это что? Тоже лапша. Прям в пакете. Отварная, что ли? А это имбирь. Ну, имбирь понятно. Всякие бобы в банках. Что только нет, если честно. Какая-то желтая лапша. То есть можно купить лапшу, которую тебе уже сварили. Вот что-то приправа какая-то в пакете. Всякие приправы сухие. Вон. Тофу. Мисо-суп. Нет, это просто... А, да, тофу, мисо-суп. Офигеть. О, а это что? Рамен? Паста для рамена. Офигеть. А это всякие шпажки, да? Насаживать. Офигеть. Столько всего. Еще вот такая паста в боксах. Есть большие боксы, есть маленькие. И всякие вот такие штучки какие-то, как подарочки выглядят, да? Тоже паста. Какая-то паста. Вот там что-то красные банки. Это что-то странные шарики. Что это вообще? Вон там. Офигеть. А это что? Наверное. Личи. Личи? Окей, личи я знаю. Тут еще лапши. Всякие разные лапши в пакетах. Офигеть. Манго. Манго только офигенный вообще. Смотрите. Это вам не это вам не в магазине. Это вам в этом азиатском магазине, да? Тут манго умеет ценить. А тут что, груши такие? Прикольно, такие груши интересные. Каждая завернута во что-то там. А это что такое? Мангостин, наверное, какой-нибудь. А это что? Что это? Крачай. А это кукурузи. Бэби-корн, точно кукурузи. Короче, здесь можно вечно рассказывать, что где, но не понимать, о чем речь. Тут вот для мясников, для живодеров. Шутка. В общем, какие-то восьминоги или кто это, не червяки какие-то, не знаю. О, смотрите. Это куча больших каких-то штук, которые едят. Господи, как страшно это выглядит.
вот тут смотрите, сколько морепродуктов. Боже ж ты мой. Ничего себе. А тут всяческая рыба. А это что? Это что это? Что-то потрогать. Что это? Интересно. Но это же написано с рыбой. Фиш. Я вот этот беру обычно, но это обычный рамен. Это веги рамен, да, мы его берем часто. Сколько в нем калорий? Посмотрим. Тут еще всякое эти муши. Муши здесь очень много. 430 килокалорий на 100 грамм. Сколько здесь грамм? 112 грамм. Это очень-очень калорийная еда. Из всего, что здесь низкокалорийное, ты выбрал самое калорийное и пошел. Кстати, моши тоже 344 килокалории на 100 грамм. А это что? Вот это тоже сладости. Это тоже такие моши, да? 321 килокалория. Кстати, для килокалорий это не так уж калорийно, но все равно торт выгоднее. Торт выгоднее съесть. Потому что от моши ты такого удовольствия не получишь, а торт тоже 350 килокалорий. А моша 334. И какая разница? Так, где отдел быстрого приготовления? Кто это, что такое? Это что там, порошок какой-нибудь? Реально. Это Креветочный порошок. А, нет, это для панировки. Это панировка. Так, где быстрые пакеты ты нашел? Где они? Вот рядом, напротив. О, вон они. Вот они, эти быстрые пакеты. Это все бич-лапша. Вау, сколько всего. Ух ты. Это вегетарианское, нет? А что зеленые тогда покрасили? Вот, видишь, вегетарианское. Где? Мама называется. Мама. Ну, мама То тоже есть там, они- мама тоже. Давай Не папа. грибное попробуем. Грибное, хорошо. А в стаканчиках vegetable вижу. А в стаканчиках читай. Может, Том-ям. что-то из этого будет. Вот, шримп том-ям. Точно, это креветки. Ну, это креветки, но Вкус это том-ям с не- креветками, да. Не вегетарианское. Ну, еще вегетарианский, просто вот и все. Я тебе говорю, можно здесь найти, можно. Просто ищи. Давайте тоже возьмем, да, попробовать? Ну, давай. Так, а это что? Это не вегетарианский рамен. Так, вот это кимчи. А вот в этих стаканах надо еще смотреть. Вот там кимчи тоже. Тоже кимчи. Нудл. А это что? Ну-ка глянем. Боул. Не, там надо подпись смотреть в любом случае. Тут еще, видишь, есть шпагетти. Нет, чапагетти. 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 Вот здесь может быть еще. Вообще рамен или рамен это же корейское блюдо на самом-то деле. Тут все вот азиатские блюда, видимо, собраны совсем все, разные всякие. А нам нужно что-то тайское. Искать тайские именно блюда. Вот это вот у нас, значит, китайские красные финики. Вот такой огромный пакет стоит 6 евро. Пакет поменьше
Тут 450 грамм, 5 евро. Ну, кстати, выгоднее получается это взять, да? Но 50 грамм разница и целый евро. качество... Качество лучше, да? Ну, хорошо. Вот, в общем, красные финики. Их едят прямо из пакета. Это сухофрукты. Вот. И их в Азии используют. Такая интересная штука. Будем брать. В общем, вот мы все, что взяли. Вот это без пакетов. Вот таких экзотических. И большой пакет фиников. В общем, по чеку получилось 12 евро 18 центов. Вов, тебе нравится? Ну, сушеные яблоки, вот как сушка яблочная. Вот только финики. Конечно, мы ожидали другого. Подвигаемся теперь к Талии. Хочу посмотреть, какие там привезли карты Таро. Вот мы заходим в Талию. Тут какие-то новые или, наоборот, уцененные. Слушай, судя по всему, уцененные книги. По 5 евро. Так. Что тут у нас сегодня есть? Вот я обожаю, что вот эти вот странички стали делать цветные. Это вообще так красиво. Реально. Не у всех книг. Я подумала, что ты не идешь. Вот мы уже на втором этаже. Книги, все в книгах. Просто море книг. Красота. Наш 4-й этаж, на который мы ходим всегда. Да не, все так же. Ты что-то не то запомнил. Ну, какие камушки сегодня тут красивенькие есть. Например, вот этот. Вау, какой красивый. Смотрите только на него. У каждого камня есть свой характер. И своя какая-то история, которую мы не знаем. Какие красивые. Смотрите, агаты какие в этот раз. Это же вообще шедевр. А этот, ну посмотрите. Вообще прелесть. И этот. Невероятный. Какая красота. Вау. В этот раз прям, я не знаю, кто-то постарался с агатами. Привезли такие красивые. Вау. Обожаю. Я почему агат люблю больше всех? Из-за полосок, конечно. Вау. Прям вау. А этот прям вау. Посмотрите. А этот.
Вообще. Вообще. Каждый по-своему красив. Вообще. Вообще. Аметисты лежат. Тут, значит, халцедоны. Халцедончики что-то как-то. А тут еще агат. Тоже очень много красивых экземпляров. Классно. Червячки. Владимир Николаевич хочет купить на Кчамку. Это палочки. Масала гарбати. Агарбати. Ой, а запах какой у них потрясающий. Вова. Вообще. Очень вкусно палочки пахнут. Так, мы дошли до Каттару. Что тут есть, чего у меня нет? Ну-ка, покажись. Покажись. Абракадабра. Покажись то, чего у меня нет. Кстати, татарапа у меня, конечно же, есть, но как-то, по-моему, в совершенно другом варианте. Это все мини-версии какие-то. Интересно. Так. Шива. Шива. Вафли Норман. Так, это 4 евро. Надо подумать. Кристефания или Норман? Это же у меня была вроде. Вроде же была у меня. Только в другом формате. Да? Глютенорку. Шива красивый, но это не про Шиву будет. Не совсем про Шиву, да? Потому что тут и Бог Марли, Шива Парвати, Сурова. То есть тут не совсем. Ну, хотя все связано. Так. Оракул трансформации. Таро Майнкрафта. Серьезно. Если бы еще оформили красиво. Не могу сказать, что красиво, конечно. Это как бы за одно название надо типа взять. Так тоже нельзя. Вот это еще сандаловые. Да, сандаловые, хорошо. Почем они? 4. 4 евро за палочки? Они что, с ума сошли? Там по 7. Как оно вскрытое и оттуда взятое. Нет, нет. Да. Мешок прям вскрытый. Конечно. Всё. Ладно. 4 евро за палочки. Ну, сандал. Ладно. Я на улице хочу. Не. Сейчас на улице будешь жить? Нет, у нас дома. А это что? Это какой-то просто оракул. Угу. Я его видела. Поняла, что это такое. Поняла. Так. Космическая нумерология есть. Ну, по сути, ничего не понравилось. Шива понравился, но я чуть попозже, может, закажу его. А так ничего. Пока ничего нет. Так, ну все. А у
Мужик какой-то. Так, мы продолжаем наш поход. Но он уже у нас к завершению подходит. Хочу сейчас зайти в кафе. Я-то ела только салат и мороженое. Вот, и кофе пила маленький. Ну, кофе был настолько кляйный, что это вообще... Не знаю, как могли налить так обидно мало кофе. Ну, ладно. Вот, сейчас хочу зайти. За день у меня вышло пока где-то... Сейчас скажу. 250 килокалорий за весь день. Вот. 250 килокалорий, это, извините, совсем мало. Поэтому я сейчас зайду. Может быть, какой-то, ну, не знаю, бутерброд возьму или пирожок, или булочку, чтобы еще раз поесть. Потому что тупо до 4 часов я не ела, в принципе, вообще ничего. Потому что, ну, что-то не хотела. Я вообще была занята. Работа, клиенты и все такое прочее. Ну и плюс у меня внутри же все время ступор стоит, что я теперь ограничиваю себя, чтобы сбросить максимальный вес. Вот. Я хочу, чтобы сильно, прям как мой сын. Конечно, мечта только. Такая голубая мечта это называется. Мой сын, он весил довольно мощно. Около 109 килограмм. А подростку обычно, ну, у него рост, правда, 191 сантиметр. Но это был лишний вес. Сейчас он весит 73, 72, 73. Он как палка, как скелет, я не знаю. Но он делал над собой усилия. Он просто взял и начал не есть, худеть. Видите, подросткам проще, во-первых. А во-вторых, нам уже взрослым, таким старым, больным людям совсем не есть. У меня потом начинает все кружиться. Я чуть ли не в обмороке, да, там. Плюс у меня заболевание крови, все анализы сразу вниз. И я вместе с чатом GPT, он мне разработал систему питания, значит, которая могла бы мне помочь и считать калории и есть 4 раза в день. И я все 4 дня, за 4 дня почти 3 кило сбросила. Все 4 дня всего придерживалась. Я не ограничивала себя максимально там в сладком, допустим. Считаю калории и ем. Главное, чтобы войти в норму калорий. Вот. Все было хорошо. А сегодня с утра у меня начался страх потерять достигнутое. И я перестала есть. До 4 часов не ела ничего. Просто, что я боюсь, чтобы это не было съесть, это прибавит калорий. Это прибавит калорий. А еще я все время спрашиваю себя, чего ты хочешь максимально? Чего ты хочешь сейчас именно максимально? И если я не нахожу ответа, я, конечно, ничего не ем. Так, вот мы взяли вот такие вот фладены с томатом моцареллой. Не знаю, сколько я смогу съесть, вряд ли целую смогу съесть. Вот так это выглядит. И Керстин и Доминик. Я Карина, но пусть будет Керстин. А мой муж Владимир, но пусть он будет Доминик. Вот.